Первая точка в Магасе – магазин «Столица». Роспотребнадзор сразу отметили наличие масок, антисептика и памятки у входа. Весь столичный персонал масочный режим соблюдает. Но вот вопросы появились к администрации. Я же привита, зачем мне маска? Не, обязательно. Привиты, не привиты, холес. 100% это не защищает вас. Не, ну а зачем прививаться, если я должна еще маску надевать? Но это для вас же безопасности в любом случае. Вакцина не дает стопроцентной защиты от ковида. Она помогает легче перенести болезнь. Поэтому важно носить маску. Также Роспотребнадзор смотрит и на наличие социальных разметок. С этим в магазине все в порядке. Однако сотрудники заметили посетителей без средств защиты. Администратор объясняет, маски лежат возле входа в магазин. Но заставить ими воспользоваться невозможно. Не надо ругаться, там, не заставлять. Они сами не хотят одевать, я же не буду. Пожалуйста, одевайте. Да, пожалуйста. Говорят, маски вот лежат. Да, обязательно. Говорим, в пакете все. Ну не одевают, я же не буду насильно их. Нет, если вы скажете, если другой магазин скажет, если кафе скажет, уже у человека хотя бы отел гицу. Тем не менее, в стране четвертая волна коронавируса. В России ежедневно выявляется в районе 35-37 тысяч новых случаев заражения COVID-19. Так Владимир Путин объявил по стране нерабочими днями с 30 по 7 ноября включительно. А в Москве в выходные дни предприятия сферы услуг, торговли, отдыха и кинопоказов приостановят работу. Поэтому сейчас так важно повысить сознательность граждан и предпринимателей. Последние должны соблюдать не только масочный режим. Почему у вас объявление не висит без масок, не обслуживаем? Здесь разметка нужна обязательно. Какие дезинфицирующие средства вы используете здесь для обработки, для дезинфекции? Санитайзер у нас. Есть, да? Можете их показать? Такие рейды проводят ежедневно. Чаще всего Роспотребнадзор выезжает с МВД и местные администрации. Как и сегодня, проверяют предприятия не только в Магасе, но и по всей республике. По указу главы ограничительные меры продлили до 15 ноября. А работу общепитов и торговых центров ограничили с 22:00 до 6 часов. Сейчас ужесточились правила. В предприятии общепита сейчас будут допускаться только при наличии QR-кодов. То есть человек или привитый, или переболел, да, ему надо предоставить доказательства, то, что он не болеет, то, что он защитился, привился, предъявить свой QR-код, и с этим QR-кодом только будут допускаться предприятия общепита. За подделку сертификата о вакцинации коронавируса предусмотрена уголовная ответственность как для подделывающих документ, так и для граждан, купивших его. К слову, максимальное наказание в виде заключения под стражу до 2 лет. Ограничительные меры предприниматели соблюдают уже лучше, отмечают сотрудники. За сегодняшний рейд они выписали несколько протоколов. При повторном нарушении уже будет штраф. Для юридических лиц он составит до 200 тысяч рублей. Хавагадик Васхаб Белакиев. Новости 24.